За каждым историческим событием, за каждой битвой или войной стоят сотни тысяч личных историй. Историй о потерях, о выживании, иногда о невероятном везении. Сегодня мы расскажем об одной такой истории, о том, как семья армянских эмигрантов из Турции, обосновавшаяся в Берлине, смогла избежать трагедии благодаря одной единственной фразе. Эта удивительная история вышла на свет в турецкой газете «Yeni газете» 17 июля 1966 года, где была опубликована статья под заголовком «Надпись с арготической фразой, спасшей жизнь семьи». 1943 год. Берлин. В воздухе витает напряжение, надвигается развязка Второй мировой войны. Некогда процветающий бизнес семьи Пештемолджиян, магазин ковров, оказался на грани краха. Каждый день приносит новые испытания, но самые тяжелые дни еще впереди. Когда в январе 1944 года советские войска начали свой стремительный марш на Берлин, а затем и окружили город, хаос стал новой реальностью. Улицы наполнились мародерами. Каждый пытался выжить, защитить себя и своих близких. По приказу советского командования все предприятия должны были открыть двери для солдат. Семья Пештемолджиян, дрожа от страха, повиновалась. Они ждали самого худшего. Вскоре в их магазин ворвались двое солдат. Это были крепкие, дикие на вид бойцы. Один из них подошел к семье, к их молодым дочерям. Сердце Арама, главы семьи, замерло от ужаса. Солдат протянул руку к одной из его дочерей. Инстинкт сработал быстрее, чем разум. Арам схватил солдата за запястье. В ответ солдат выхватил пистолет и приставил его к виску мужчины. Арам Пештемолджиян, ошеломленный и не верящий в происходящее, обернулся к жене и тихо произнес «Шимдибаку едик». «Теперь мы в дерьме». И тут произошло то, что никто не мог ожидать. Услышав знакомые слова, солдат вздрогнул. Он опустил пистолет. На его лице читалось замешательство. Он спросил на ломаном турецком, что сказал. «Что сказал?» Арам повторил фразу. И в этот момент произошло чудо. Солдат с невероятной радостью обнял Арама и с сильным кыргызским акцентом сказал: «Бискан кардаш пысь, мен кардашинг, мы кровные братья, я твой брат». А оказалось, эти солдаты были кыргызами из советской армии. Они сами были поражены, встретив в самом сердце Германии людей, говорящих на столь близком им языке. Страх сменился облегчением. Солдаты извинились, выпили чай с семьей, а в следующие дни они добровольно охраняли магазин, защищая семью. Эта невероятная история так запала в душу семьи, что они захотели увековечить спасшую их фразу. Они попросили турецкого журналиста, который посетил их дом, найти каллиграфа. И вот, в 1966 году, известный турецкий мастер Эмин Барын создал уникальную работу в стиле Джели Сюлюс, каллиграфическую надпись, которая навсегда останется символом этого чудесного спасения. Так, одна арготическая фраза, произнесенная в отчаянии, превратилась в произведение искусства и стала символом надежды. Это история о том, как человеческие связи, язык и даже самое неожиданное совпадение могут оказаться сильнее, чем ужасы войны. А вы верите в такие совпадения? Делитесь своими историями в комментариях.